Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой. Очень важная. Послание, предупреждение от вашего ангела-хранителя. Если вам тема интересна, если вы нуждаетесь в подсказках, в советах, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, обратитесь к своему ангелу-хранителю и попросите подсказать, предупредить. Если есть проблемы, загадайте на свою ситуацию. Не стесняйтесь задавать вопросы. Также, задавая вопросы, вы можете назначать даже свои сроки. Я думаю, что все уже настроились. Если нет, то настраивайтесь, дозагадывайте, поставьте видео на паузу. Я же начну. Убираю Назар, прошу высшие силы, ваших ангелов-хранителей, дать мне самую верную, четкую и полезную для вас информацию. Какой-то скоморох возле вас крутится, какой-то дурачок возле вас крутится. Либо человек не совсем адекватный, либо человек строит из себя такого а-ля дурачка, а на самом деле все прекрасно понимает. Вот прям кому-то сразу говорят, вот берегись. Человек лицемерный, либо человек с двойным дном, да, какое-то нутро у него, ну, прям грязное, помойное. Человек ради своих интересов, как говорится, и маму родную продаст. Девочки, у кого-то такой мужчина появился, как теленок ласковый, но в то же время он не теленок, он просто какая-то гиена. Вот. Будьте поаккуратнее. Прям обхаживает вас, да. У кого-то на любовь похоже, у кого-то похоже на то, что человек как соблазняет вас на что-то, купить, продать, может быть, даже во что-то вложиться, там, лечиться, я не знаю, может быть, даже какие-то услуги вам хотел бы оказать, да. У человека только одна цель – на вас нажиться, либо за ваш счет чего-то добиться. Это прям какой-то конкретный абьюзер, там клейма даже негде ставить. Будьте поаккуратнее. А вы знаете, что, вот как я вижу, здесь четко показано, что у вас про этого человека какая-то информация либо есть, либо придет. Может быть, вам кто-то что-то скажет, расскажет. Может быть, ангел-хранитель вам во сне, да, какую-то указалочку даст, совет, либо покажет этого человека таким, как он есть, без вот всяких прикрас. Кстати, через интуицию тоже говорит с вами ангел-хранитель, и у вас вот даже на этого человека, у кого-то раздражение, у кого-то мигрень может быть, тошнота может быть, какие-то болевые ощущения, дискомфорт может быть. Вам подсказывают, вам указывают и вас прям предупреждают, да? Вот как негатива человека идет. Вы его улавливаете, вы его считываете, но почему-то мозг как будто бы блокирует у кого-то, да? Может быть, хорошее воспитание, может быть, вы в принципе привыкли людям доверять. Вот какая-то блокировка у вас идет. Слушайте, верьте своей интуиции, верьте своим ощущениям, вот тому самому естественному животного происхождения, да, ведь интуиция, она же всем присуща, и людям, и животным. Нас, кстати, это объединяет и связывает. Верьте этому. И плюс, еще раз говорю, вот какая-то информация вам ангел-хранитель либо сам через сон передаст, либо он к вам отправит человека, либо вас направит в такое место, где вы сможете получить информацию. Четкую, достоверную, такую, знаете, факты, четкие факты. И даже какая-то серьезная доказательная база. Вы это все узнаете, получите. Здесь вас ангел как может, так и закрывает от этого человека. Вот понимаете, этому человеку очень трудно подступиться.
он и так, и сяк, да, там и играет, и танцует. Не может, не может. Вот время, ангел для вас время выигрывает, чтобы вы вот в себя пришли, вот эту оморочку себя согнали, а ведь он вам мозги заморочил, дай Боже, заморочил, там такой умелец, что, о, не дай Бог. Вот, эта оморочка спадет, она спадет. Но вам тоже нужно какое-то усилие приложить. Будьте аккуратны, вот прям под ногами у вас крутится этот человек. Вы, вот, кстати, сегодня вы либо будете общаться, либо уже пообщались с этим человеком, он прям в ногах у вас ходит, дорожки ваши все топчет рядом. И смотрите, какая пятерка, видите, большая вышла. Огромная вот она, пятерка вышла. Пятерка — это всегда ссоры, стрессы, подставы, нож в спину, там, не знаю, капкан, селок. Вот она это и значит. От этого человека вот такая огромная пятерка идет. С левой стороны вышла, тут, слава Богу, слава высшим силам. То есть вас как бы прикрывают, но вы тоже должны среагировать вот в нужный момент. Чем раньше, тем лучше, как говорится, да, вы должны среагировать. Так, пересмотрите всех тех, кто крутится у вас перед ногами и кто пытается за ваш счет либо выманить у вас деньги, либо жить за ваш счет, может быть, да, куда-то вас там втянуть. Будьте поаккуратней. Дальше идем. Здесь у меня какая-то пара, но пара, которой вот по жизни очень сильно не везет. Может быть, вы вместе проживаете, может быть, вы муж и жена, много лет вместе находитесь. У вас постоянно вот в семье, в паре, в браке какие-то неудачи происходят. Но начиная там от мелких неприятностей, заканчивая действительно серьезными потерями. Потерями не только материальными, да, но и людскими тоже могло происходить. Там выкидыши могли быть действительно, я даже не знаю, как об этом говорить, да, это очень тяжело. Там детки могли погибать, уходить, болеть могут детки очень сильно. Вы могли переносить, там, могли обворовать ваш дом, могли пережить пожар, да, погорельцами быть. Очень много каких-то неприятностей идет. Здесь вам четко указывают, что на вашей семье, вот именно на семье, на муже и на жене очень серьезный негатив. Негатив идет со стороны мужа, с его семьи. Либо прокляли вас на свадьбе. Я буду говорить, как вижу. Да? Не вижу смысла скрывать. Может быть, действительно это сможет вам помочь и убережет ваше будущее. Как и на свадьбе могли проклять, так и могли порчу делать. Вот прям именно момент, когда вы заключали союз. То есть там были применены... Господи, и знаете, вот сама вот сижу, и у меня аж прям... глаз начал дергаться, да, аж помутнело в глазах. Вот как так можно, да, молодые люди только жить начинают, да, жизнь впереди. Как можно делать вот такую гадость? Как сознательно можно обрекать людей на такой, Господи, на такой ужас. Просто вот мне такое видение пришло от кого-то. Люди пережили, вот действительно, вот там огонь был, как пепел в руках, вот что-то обожженное в руках держите. И вот такая боль, ее невозможно ни словами передать. Это у меня даже просто помутнение уже происходит. Вот хочется просто вот кинуться на пол, да, и орать, вот от боли орать. Вот так хочется. Страшно. Вас обрекла женщина на такую участь. У кого-то отыграется, что свекровь, у кого-то отыграется, что, может быть, даже соперница. Там кто-то должен был, либо думала так женщина, да, что вот это мой мужчина, мы поженимся, а он вас выбрал, да, привез, говорит, вот это моя жена. Там очень конкретно делали, очень конкретно. Вам совет один совет: обращаться к высшим силам и откупаться от этого негатива. Просто вот чем можете, откупайтесь. Если есть возможность, делайте добрые дела. У кого-то нет возможности, да, там человеку проще деньгами заплатить. Если у вас там денег тех же нету, вы можете просто делать добрые дела, чтобы вас люди благодарили, сердечно благодарили. Не просто типа, ой, спасибо, молодец, а огромное вам спасибо. Вы это чувствовать будете, когда человек по-настоящему благодарит. Плюс, если есть возможность, обращайтесь к специалистам, потому что здесь, тут серьезные вещи. Я не хочу вас пугать, но вещи тут действительно у кого-то отыграются серьезные, очень серьезные.
Если есть у вас возможность на посещение каких-то благостных мест, там купели, чудодейственные иконы, святые места, пожалуйста, посещайте. Посещайте в тех местах, просите, просите, и вот от себя что-то оставляйте. Ну, допустим, вот как пример, да, вы попадаете в святое место. У вас есть какая-то любимая вещь, вами любимая, вот вы любите там шарфик, колечко, может быть там сережки какие-нибудь. Вы попросите Боженьку, чтобы с вас, с вашей крови, с ваших детей, с вашего там любимого человека сняли этот негатив, избавили вас, избавили. И в откуп просто снимите и оставьте эту вещь. В откуп. Уходите, не оглядывайтесь, никогда не вспоминайте и не жалейте об этой вещи. То есть это вещь, а жизнь, она дороже, чем вещь. Понимаете, о чем говорю? Вот так поступайте, поверьте, поможет, и вы вот после даже первого раза вы будете чувствовать облегчение. А дальше вы поймете, по советам специалистов вы сможете убрать этот весь негатив. Я еще, кстати, сейчас под видео загружу видео и закреплю свой комментарий. Я напишу вам очень хороший псалом, который помогает выпросить у Всевышнего избавление от магии, да, чтобы с вас магию сняли. Я напишу этот псалом, как называется, напишу вам инструкцию, как, когда читать, что делать. У кого такая ситуация, просто под видео сейчас загляните, и первый закрепленный мой комментарий будет там инструкция маленькая для вас. С Божьей помощью прорветесь, с Божьей помощью. Это я вижу, но вот здесь ангел просто страдалец вышел. Вы страдалец, и ангел у вас такой же страдает за вас. У мужчины ангел, ну совсем, такой вот уже ослабленный, никакой. А вот у вас, женщины, ангел посильнее будет, но тоже очень сильно страдает. И, просто душа разрывается в клочья, как вам помочь, как вам помочь? Вот эта ситуация ваша, она несправедливая. У вас вот счастливую жизнь украли, так идет. Так что, мои хорошие, надо действовать. Нельзя сидеть, нельзя сокрушаться, нельзя тосковать, надо за себя бороться. Помните, пока мы живем, все можно поменять. Пока человек живет, дышит в разуме, да, в сознании, все можно поменять. Вот. Так что действуйте, все будет хорошо. Я это вижу. Я за вас помолюсь, все будет хорошо. Так, грустно. Давайте дальше пойдем. Что вам еще хотят сказать, посоветовать? Здесь кому-то хотят посоветовать не бояться и взяться за какое-то новое дело. Либо это новое предложение по работе идет, либо вы сами себе как работу придумаете. Кто-то, может быть, я не знаю, каким-то делом займется, да, свое увлечение, хобби будет монетизировать, а кто-то вот действительно там соберет урожай, там яблочки, например, в саду у вас поспели, их так много, и они такие все хорошие. Вы там раньше, может быть, там закрутки делали, сок давили, там просто раздавали, а теперь вот там то ли лень, то ли не хочется. Подумайте, посмотрите на эти яблочки и скажете, а почему бы не продать? И продадите, денежку заработаете, и очень довольны будете. Еще на следующий год с людьми договоритесь, понимаете? Вот так даже может пойти. Вы просто сейчас сидите и думаете, вот как поступить. Получится, не получится, стоит, не стоит. Конечно же, и получится, и стоит. Занимайтесь. А кто думает о новой работе, может быть, работа не совсем по вашему профилю, по вашей специфике. Может быть, вы не совсем владеете предметом, да, чтобы работать на той должности, либо заниматься какой-то работой. Ничего, пожалуйста, не бойтесь, смело идите, поверьте. У вас получится лучше, чем у тех, кто там 20 лет проработал или 30 лет. Главное, что вы работаете с душой, что вы очень хороший человек, вы профессионал. Голова на месте, ручки золотые. А что еще надо? Какие еще требования? Понимаете, все получится, не сомневайтесь. Если пойдете, если начнете первую неделю, прям как-то будете очень межеваться до последнего, а потом, как первые результаты пойдут, как первые похвалы в ваш адрес пойдут, вот тогда вы поймете, о чем я говорила. Как триумф у вас идет, вы будете наслаждаться тем, чем вы занимаетесь. У вас идет и моральное удовольствие от этой работы, и, конечно же, ощутимо материальное вознаграждение. Поэтому ничего не бойтесь, занимайтесь. Так, девочки, тут у меня еще вышел мужчина какой-то интересный. Мужчина заезжий, приезжий. Но он как идет у меня, как в разъездах постоянно.
Может быть, действительно на расстоянии с вами живет. Может, у вас там встречи раз в полгода происходят. Вот. Мужчина какую-то активность начнет проявлять в ваш адрес. Причем активность, ну, такая достаточно... Но для вас это будет подозрительно. Какое-то поведение, что он вас будет спрашивать, что он будет предлагать. Как-то вот, знаете, юлить начнет. Вот. А вы начнете напрягаться. А на самом деле, знаете, что происходит? Мужчина... Он для себя решил, что он хочет быть с вами. И вы, моя хорошая девушка, вы как-то, ну, я не знаю, то ли вы, может быть, вы где-то поскромничали, может быть, вы где-то, ну, сжиманичали, ну что, буду говорить как есть, да, где-то вы ему что-то недосказали, либо скажем так, намекнули. Вот, он начал переживать, что вы не хотите. И у кого-то еще отыграется, что мужчина начал подозревать, что есть другой претендент на вашу руку, на ваше сердце, и вы как будто бы, ну, как выбираете, да. Поэтому, если ваш мужчина начал себя странно вести, но он активничает при этом, да, там какие-то вопросы вам задает, там что-то вас просит, там сделай, покажи, расскажи, там не ходи, это он вас очень ревнует. Он просто созрел, он хочет серьезности, он хочет, чтобы вы наконец-таки были вместе, но ну, ревность, она такая штука, да, хитрой змеей прокралась в его сердце, и там его кусает. Поэтому, девочки, постарайтесь развеять все его страхи, не реагируйте остро на его поведение, реагируйте с улыбкой, с любовью, с добротой. Все наладится, и мужчина такие предложения вам сделает. Объединитесь, будете вместе и будете жить, как говорится, душа в душу и наслаждаться друг другом. Вот. А если вы начнете становиться в позу, если вы тоже начнете там что-то придумывать себе, можете разругаться. Просто у вас все, знаете, как, ну так, плюс-минус в данный период времени. Что у вас к нему, вы тоже в нем сомневаетесь, вот честно себе ответьте. Что у него? Просто вы либо как-то мало общались, либо действительно из-за того, что ну, нет полноценного вот этого общения, там, регулярного там, проживания вместе, либо хотя бы в черте одного города, у вас вот такие проблемки, недостаточно информации друг о друге. Не дайте вот этой лодке раскачаться. Ваша лодка должна плыть к новым берегам, а не качаться и переворачиваться. Поэтому обратите внимание, девчонки, вот терпение и такт проявляем, улыбочка, любимый, дорогой, как скажешь, люблю, там, Тёмы, жду, надеюсь. Все. Если спросят про другого, он говорит, какой другой, это что, я никого не вижу, какие другие мужчины, где они, другие мужчины, у меня только один, и это ты. Не стесняйтесь этого, для него это будет бальзам, который поможет ему, ну, поскорее вот колечко вам подарить, да, либо ну, те самые заветные слова вам сказать. Не переживайте. Так, какая-то опасная женщина на букву В. В вышла. Женщина на букву В. Опасная женщина. Кому-то может отыграться как и соперница, а кому-то может отыграться как и вражина лютая. Да, особенно там на работе, по соседству. Женщина очень коварная, такая прожженная. Она как опыт имеет в черных делах. Это не про магию, это про клевету, негатив, там, знаете, там, гадости какие-то сделать, там, человека подставить. Будьте поаккуратней. Вот эта женщина, она вам дорогу будет переходить. Если вы вот как с ней сцепитесь, да, на перекрестке, ну, вы ее сбросите со своего жизненного пути. Если вы как уступите ей, девчонки, она вас будет выживать с вашего жизненного пути. Вот будет, ну, прям как заноса у вас сидеть в пятке и не давать вам идти по жизни. Ее не надо бояться. Ей нужно дать вот какой-то один конкретный отпор. То есть она вас начинает трогать, там, может быть, прямо в лицо что-то вам высказывает, либо через сплетни, да, она вас трогает. Если вы ей в лицо выскажете, да, что я за себя буду стоять, и мне, там, допустим, терять нечего, я, ну, как бы на все готовая, да, вот.
Хочешь поединка, давай, пошли. Вот, если вы ей так скажете, ну, приблизительно, вот, она сойдет, не станет она уж прям там входить в открытые поединки, да, все-таки вот ваша решительность, либо ваш вот этот вызов, он сработает. А если вы промолчите, вот она вас раз укусит, вы промолчали, второй раз укусит, вы промолчали, скажу, о, пожалуйста, готовая жертва, буду дальше ее кусать, пока ну, все не обдеру с нее. Вот, будьте поаккуратнее. Она очень лютая женщина, поэтому, мои хорошие. Ну, как знаем, да, сила боится только силы. Вот. А если промолчать, если там повести себя как хорошо воспитанный человек, да, женщина, то может посчитать, что это слабость. Вот, поэтому проявляйте себя, проявляйте свой характер. Вы можете от нее отбиться, и я вижу, что многие так и поступят. Вот вам просто нужен был совет, как поступить. Просто отбиваться. От этих нападок нужно отбиваться. Не ловить их и молчать, а отбиваться. Все будет хорошо. Женщины на букву В. Так, и еще очень важный момент. Вот ангел вам просил передать, что какая-то очень теплая, добрая мечта или пожелание скоро исполнится у вас. Есть человечек, который, ну, я не знаю, если это материально, может, деньги собирает. Если это что-то возвышенное, то человек, ну, занимается этим вопросом. Этот человек вас любит по-настоящему, искренне, и душой, и сердцем. У кого-то это играется муж, любимый, мама, отец, сын, дочь, да, сестра, брат. То есть вам в ближайшие несколько, вот, ну, кому-то дней, кому-то, ну, и неделю, да, идет подарок. Очень такой добрый, теплый. И вот это ваше желание, вы хотели этого, и вам это подарят. Тот, кто вам подарит, вас по-настоящему искренне любит. И никогда не сомневайтесь в этом человеке. Вот проявление вот этой мимимишности. Не забудьте поблагодарить и также сделать этому человеку приятно. Потому что человек действительно хороший и заслужил и ваших слов благодарности, и хороших подарков. Вы человек такой, за вами не заржавеет, я это вижу. Может быть, какие-то конфликты у вас были с этим человеком в последнее время, как-то не могли вы найти общий язык. Но поверьте, вот эта ситуация, она все между вами исправит. Это замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.